Путешествие по телерадиокомпании «Ингушетия» продолжается. Мы уже познакомились с новостным отделом, а сейчас на очереди у нас самые креативные ребята НТРК «Ингушетия» – отдел дизайна. Этот отдел занимается графическим оформлением эфира, будь то плашки, перебивки, анонсированием передач и многое другое. А давайте посмотрим, как на самом деле это выглядит. Эти ребята могут переместить меня в любую виртуальную реальность, будь то Франция, Китай и даже космос. Я могу кидать молниями, управлять огнем и даже погодой. Это не все, что умеют эти ребята. Вот такие промо-чудеса творят в этом маленьком, но уютном кабинете. Ни одна программа в национальной телерадиокомпании не выходит без участия работников этого отдела. Булат Нальгиев работает здесь только первый год, но в своей профессии может дать фору любому специалисту. Компьютерной графикой он начал увлекаться еще со школьной скамьи. Любая программа нуждается в каком-то графическом оформлении, будь то титры, будь то шапка, будь то какая-то дополнительная графика. Если, например, в республике где-то какое-то дорожно-транспортное происшествие или перекрыта дорога, это в любом случае обозначаем, показываем на экране, мы оформляем фон новостей тоже мы. То есть любая работа, которая производится на национальной телерадиокомпании, проходит через нас. А Адам Аушев уже успел попробовать свои способности в 3D-графике, затем монтажером и, наконец, режиссером компьютерной графики. Сейчас он работает над выпуском промо-роликов и анонсов. Промо-ролики сложнее делать даже, чем монтаж, потому что тебе самому приходится реализовывать идею, придумывать идею и подбирать кадры. Очень редко приходится снимать, но это тоже вносит свой колорит, свою улучшает идею самого ролика. Ну а руководит всем процессом Изабелла Евлоева. В настоящий момент все заняты подготовкой к 4-летию родной телерадиокомпании и к предстоящему диалогу с народом. Свободной минуткой у творческого коллектива практически нет. Рустам, например, делает грамоты. Билан делает шапки, и у него новый проект, новая идея, там, когда корреспонденты рассказывают о себе, и как-то он все очень красиво делает, вы потом все увидите сами в эфире. Булат тоже занимается шапками, перебивками, тоже к 4-летию на данный момент. Но Адам у нас больше занимается анонсами. Временных рамок для работников отдела, как, впрочем, и всех телевизионщиков, не существует. Несмотря на то, что рабочий график до 6, очень часто приходится задерживаться допоздна. Бывает очень много и позитивных, положительных моментов, потому что каждый день для нас это какое-то новое знакомство, потому что люди уходят, приходят, и нам приходится знакомиться с людьми. И, естественно, у каждого человека бывает свое видение, и ты растешь даже не больше в плане профессиональном, а больше в личностном, так скажем, плане, потому что новые знакомства — это всегда хорошо. Работа тут каждый день буквально кипит. Но несмотря на это, ребята умудряются даже свои домашние хлопоты решить через очередную творческую задумку. Все время что-то экспериментирует с техникой. Вот последнее его, не ноу-хау, изобретение, или не знаю, как его назвать, он купил часы, GPS, прикрепил их на шею коровы и может отслеживать, сидя здесь на работе, где находится в данный момент его корова. Адам, где находится твоя корова сейчас? На птицефабрике? Внутри птицефабрики. В Карабулаке. Впрочем, такими интересными задумками промо-отдел удивляет каждый день, а рабочий процесс проходит всегда на позитивной ноте. Зелимхан Калоев, Магомед Урусханов, Новости 24.